В конференц-зале Кабинета министров прошла расширенная встреча премьер-министра Владимира Делба с представителями бизнеса. В диалоге участвовали руководители ведомств, депутаты, банки и предприниматели. Обсуждали условия работы бизнеса и меры по развитию экономики. Главная цель не только обозначить проблемы, но и выработать их решения. Абхазский бизнес – это не только цифры в отчетах и показатели о выпущенных товарах, оказанных услугах, выполненных работах. На самом деле это намного больше. Это именно тот стимул для развития нашей национальной экономики. Безусловно, мы сегодня живем в непростое время, и нам всем необходимо скоординировать свои действия, проявлять гибкость и реализовывать масштабные проекты для конкретной цели, для развития нашего государства. Прошедший Абхазский международный экономический форум еще раз подтвердил высокий инвестиционный потенциал нашей страны. По заключенным соглашениям и договорам теперь нужно фактически реализовывать эти договоренности. И вчера было подписано распоряжение правительства о ходе реализации достигнутых договоренностей. Здесь у нас очень много работы, и президент страны особо обратил внимание, что соглашения, меморандумы, договоры обязательно должны найти свое отражение в конкретном деле. Но, безусловно, без вот такого диалога, без общения с бизнесом, это, безусловно, сделать сложно. Мы бы хотели сейчас обсудить, еще раз повторюсь, уважаемые друзья, абсолютно на доверительной форме обсудить важнейшие проблемы, которые стоят у бизнеса. Встречу начали с обсуждения новых мер господдержки предпринимателей. В 2026 году в республике планируют запустить несколько программ. Их представил министр экономики Теймураз Миквабе. Первое, что хотел бы выделить, это программа льготного кредитования через российские финансовые институты, о которой, я уверен, многие из вас уже слышали. На текущий момент уже ведется прием заявок в рамках этой программы. Из основных параметров программы это стоимость инвестиционного проекта от 50 миллионов рублей и выше. Для участия необходимо собрать пакет документов, основой которого является бизнес-план проекта, который подробно описывал бы возможность и возврата инвестиций, и получения прибыли, и создания новых рабочих мест для нашей республики. Следующим важным направлением, которому уделяется большое внимание уже несколько лет, является поддержка малого и среднего предпринимательства. У нас на текущий момент уже завершается разработка, в ближайшее время ожидается утверждение программы поддержки малого и среднего предпринимательства, которая включает в себя несколько механизмов государственной поддержки. Среди них первый – это вот как раз одна из причин, по которой мы пригласили представителей коммерческих банков, это вопрос осуществления программы льготного кредитования, но уже через абхазские банки с использованием механизма субсидий для того, чтобы абхазский бизнес мог получить возможность привлечь кредит на льготных условиях. На текущий момент общие ориентиры этой программы назову. Ставка по кредиту планируется в размере порядка 10% годовых. Срок кредита на текущий момент обсуждается потенциально до 5 лет. Речь идет о том, что часть расходов, связанных с обслуживанием этих кредитов, возьмет на себя предприниматель, а разницу для того, чтобы банк не выдавал эти кредиты себе в ущерб, не получал от них убытка, разницу в процентной ставке планирует погашать государство через порядок отбора, который в настоящее время также дорабатывается, и мы ожидаем, что уже в кратчайшие сроки мы проект порядка направим в банки для того, чтобы с коллегами обсудить, насколько предлагаемый нам механизм реализуем в условиях абхазской банковской системы, в том числе в условиях ограниченной ликвидности.
Отдельное направление отведено поддержке реального сектора и развитию туризма. Следующий механизм, который также будет доступен субъектам малого и среднего предпринимательства, это предоставление субсидий на приобретение оборудования, как это реализовывалось в прошлые годы, но с учетом того, что каждый год мы механизмы программы меняем, мы увеличиваем контроль для того, чтобы достигать большего эффекта от реализации таких программ, создавать больше рабочих мест, создавать больше предприятий в восточных районах нашей республики. Третье направление, которое будет реализовываться в текущем году в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства, это субсидирование создания малых средств размещения. Речь идет о некапитальных строениях и механизме, при котором государство покрывает до 50% от стоимости объекта, то есть отдельно взятого номера в средстве размещения, либо отдельно взятого строения некапитального, которое само по себе является отдельно взятым номером. И в таком случае предлагается механизм, при котором государство погашает до 50%, но не более 1,5 миллиона рублей от суммы расходов на один номер, что также позволит нашим предпринимателям создавать новые малые средства размещения, которые в свою очередь рассчитаны на проживание не только в летний, но и в зимний период времени, соответственно, включают в себя все необходимые для этого условия. Также разрабатываются программы для экспортоориентированных предприятий. Среди программ, которые ранее не реализовывались или, во всяком случае, не реализовывались в таком виде, как планируется в настоящее время, в соответствии с поручением президента Республики Абхазия, разрабатывается программа поддержки экспортоориентированных предпринимателей. Речь идет о производствах в Республике Абхазия, которые направлены именно на экспорт производимой продукции. Речь идет и о помощи с оформлением необходимой разрешительной документации на вывоз за пределы Республики Абхазия, на ввоз на территорию, например, Российской Федерации, участие предпринимателей в выставках. Ну, вот как пример, в ближайшее время делегация Республики Абхазия посетит Кавказский инвестиционный форум, на котором будет представлена наша продукция, алкогольные, безалкогольные напитки, джемы и много других видов продукции. Это тоже будет одним из способов продвижения наших товаров за пределами Республики Абхазия, что позволит увеличить объемы производства, а это далее по цепочке увеличит объем потребления. Бизнес, в свою очередь, говорит о необходимости не только дешевых, но и длинных денег. Среди предложений кредитные каникулы на период строительства объектов. При этом предприниматели отмечают и системные проблемы, в том числе недостаток информации о правилах игры. И нам хотелось бы, вот большая просьба, когда законодатель, либо исполнительная власть, когда решает выносить какие-то законы, либо в законодательные акты изменения, либо новые подзаконные акты, чтобы... В налоговой сфере. Да, и в налоговой сфере, и в таможенной сфере, чтобы как-то вот обращались все-таки к нам. Нас ведь очень мало. То есть, чтобы не было такого сюрприза, как в 2022 году, когда появились новые таможенные пошлины на ввоз насаждений. То есть, это как 15 рублей я инвестирую, получается, в наш генофонд сельскохозяйственные новые сорта и новые гибриды цитрусовых. Но при ввозе я плачу 15 рублей. Было 10 рублей, ныне потом 15 рублей. И это было сюрпризом большим, потому что мы не знали, что исполнительная власть ввела новый подзаконный акт, где мы платим 15 рублей за ввоз. Ну и плюс, конечно, НДС на ввоз также новых технологий и минералов и пестицидов. Отдельно обсудили работу таможни. Глава Ассоциации предпринимателей Роман Кочарава отметил проблемы из-за отсутствия цифровизации и бумажного документооборота. Мы до сих пор не принимаем сертификаты СТ1 в электронном виде. Уже зачастую, когда мы приезжаем, приезжает машина или вагон на заводе отгружается, в России у них уже все, везде электронный документооборот, сертификат и ЦМР и так далее в электронном виде принимаются. Нам прям срочно это нужно. Я думаю, что вы увидите, насколько это облегчит жизнь
и экспортерам, и импортерам, и самой таможне. И вот еще, допустим, есть нюанс, ну вот выходные дни или там новогодние праздники. Очень часто из-за того, что, ну вот, наверное, не хватает цифровизации, может рабочих рук не хватает и так далее, получается, что мы не можем завести продукцию, допустим, те же самые новогодние праздники. То есть нам нужно, вот, наверное, все вместе над этим поработать, сделать так, чтобы таможня у нас была, наверное, самым передовым госорганом именно в плане цифровизации, чтобы весь документооборот вот, принимался в электронном виде. Вот поверьте, это очень сильно облегчит, ускорит как экспорт, так и импорт. В таможенном комитете сообщили, что предложения по цифровизации уже подготовлены и будут внесены в Кабмин в начале мая. На данном этапе, 1 мая, Государственный таможенный комитет готов представить в Кабинет министров проект автоматизации программных продуктов, где в одно окно цифровизация и все сертификаты и разрешительные документы лицензионные будут отражаться в программном продукте Государственного таможенного комитета. Также ведется работа по упрощению взаимодействия с российскими партнерами, что должно ускорить движение товаров и снизить нагрузку на бизнес. 2026 года вступило постановление с изменениями ставок сборов, которые в ряды понизились, что, безусловно, это ощущает бизнес. На этапе гармонизации, первые этапы гармонизации были проведены текстильные изделия, увеличение ставок пошлин. Часть строительных материалов рассматривается увеличение ставок пошлин второго этапа, это подакцизных товаров, часть строительных материалов и автотранспортные средства на леворукие и праворукие транспортные средства. На данный момент рассматриваем данный проект взаимного учета, досмотра, меры контроля, чтобы, если сказать на обычном языке, чтобы было всем доступно, чтобы наши пломбы, транспортные средства, которые пломбируются, они признавались на территории Российской Федерации нашими коллегами в этом направлении по защищенным каналам, Государственным таможенным комитетом куплено необходимое оборудование. Работаем в этой частности и в ближайшее время мы надеемся, что достигнем совместных договоренностей и этот механизм будет работать, что упростит нашим экспортерам перемещение. Важность законодательного обеспечения этих процессов отметил депутат Резо Зантария. Он подчеркнул, что в условиях открытого рынка местным производителям становится сложно конкурировать с импортной продукцией. Поэтому государственная поддержка должна быть усилена. Мы сегодня понимаем, что торговля, с одной стороны, это хорошо, что сегодня обеспечила там продовольственную программу, ведь государство не занимается доставкой муки, сахара, картошки и так далее. Она занимается бизнесом. Бизнес с этим справляется практически во все времена, складывая. И наш бизнес, наши предприниматели с этим удобно справляются. И говорю, что они великолепно, если завтра удвоится население, они все равно это обеспечат. Но это немного называется вымывание денег. Практически мы покупаем, увозим деньги за пределы и опустошаем свой карман. Вот в этом направлении есть небольшая производительная часть. Я вот вижу несколько человек здесь, которые присутствуют. Но у них есть трудности. Это у производителей продовольственных товаров. У них есть небольшие трудности. Да? Вот у нас, к примеру, хочу сказать, великолепный завод построили, да, который там, мол, завод должен заработать. Но я, как имеющий отношение, разбираюсь чуть-чуть в бизнесе, могу сказать, ему будет трудно, потому что у него есть некоторые его производительности, SKU так называемые, да, тот самый товарную продукцию, который он будет конкурировать с российским. Это очень тяжело будет ему выйти. Объемы другие. И коэффициент той самой рентабельности, когда объемы большие, для нашего будет тяжело выдержать. И его немедленно нужно защитить. Как это сделать? Понять, какую продукцию, номенклатуру он будет выпускать, именно на эту номенклатуру поставить какой-то заградительный процесс на таможне. Тогда у него мы понимаем, что он будет уже конкурентный по качеству будет проходить и будет понимание иметь, с каким SKU он идет в спорах.
Завершая встречу, премьер-министр отметил, что успех бизнеса – это основа социальной стабильности, поскольку именно предприниматели формируют налоговую базу, направленную на поддержку граждан. Послезавтра состоится заседание правительства, вот о чем говорит Бакур Шурбевич, будут приниматься важнейшие решения. В очередной раз будут индексироваться размеры социальных пособий и пенсионного обеспечения для наших граждан. И я хочу сказать, что именно ваш труд и добросовестное отношение к уплате налогов дает государству возможность принимать такие решения. Вот это очень важно, уже который год подряд это осуществляется. И сейчас существенное повышение по социальным выплатам, по размеру пенсионного обеспечения, так называемая, как мы говорим, абхазская пенсия, но там не сам размер пенсии, а доплата будет увеличиваться. Вот послезавтра такое решение будет приниматься, и оно вступит с 1 мая текущего года. Вот еще один вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, нашего бизнеса. Вот еще раз большое спасибо за участие в этом благородном деле. По мнению участников, подобный формат открытого диалога между властью и бизнесом должен стать регулярной практикой. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ.